Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами как всегда ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за ваши просмотры, за то, что заходите на мой канал, за те прекрасные комментарии, которые вы мне пишете, за ваши лайки, вашу поддержку, вашу помощь, ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Знаки Вселенной. О ком, о чем, для чего. Сейчас мы все с вами просмотрим. Подумайте о себе, о своей жизни, о своей жизненной ситуации и попросите Вселенную отправить вам знак, подсказку, либо советик. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Здесь много знаков вышло, они все разные. Ну да, отсыпка у нас общая. Возможно, много людей посмотрит. Я хочу начать именно с правой стороны. Здесь показали прекрасного коня, на котором едет человек. Он едет к центру, то есть он едет к вам, в вашу сторону. И также то, что он едет к центру, говорит о том, что человек сыграет в вашей жизни ключевую роль. Не просто так этот человек появится, не просто так объявится и не просто так приедет. Понятно, что вы все разные, и понятно, что каждый, либо каждому из вас приедет свой человек, но встреча неизбежна, причем в самое ближайшее время. Человек войдет в вашу жизнь для того, чтобы в какой-то степени вашу жизнь поменять, либо ваша жизнь изменилась благодаря этому человеку. Здесь Вселенная про этого человека вам каким-то образом уже сообщила, либо сообщала. Ну, допустим, вы где-то посмотрели гадание на будущего партнера, партнершу. Да, это был знак Вселенной, что вот да, скоро появится. Кто-то из вас, например, с кем-то говорил, и вам предлагали познакомиться с этим человеком. Ну, типа, приходи, познакомишься, там, хороший парень, либо хорошая девушка. У кого-то отыграется, с этим человеком вы уже знакомы. Знакомы на какое-то время, может быть, там расставались, разъезжались, может быть, даже поругались, да, но вы все равно думаете об этом человеке, все равно он волнует вас. Он возвращается, он реально возвращается к вам в вашу жизнь для того, чтобы и повлиять, и поменять вашу жизнь. Поскольку вышел с правой стороны, то перемены будут однозначно к лучшему. Этот человек вам нужен для следующего этапа, либо для того, чтобы войти в следующий этап, либо для того, чтобы прожить следующий этап своей жизни. Перемена очень серьезная идет, очень-очень серьезная. К лучшему, еще раз повторяюсь, к лучшему, не бойтесь, к лучшему. Дальше, здесь человек с какой-то дурной привычкой. Либо это вы, либо кто-то из ваших близких. Человек с полупустой чаркой в руках. Но это не обязательно про алкоголизм. Может быть алкоголизм, может быть какая-то другая зависимость, там, курение, может быть там обжорство, может еще что вредное. Да? Много очень вредных привычек в мире. Смотрите, если эта речь касается конкретно вас, то у вас были звоночки по поводу вашего состояния, вашего здоровья. Может быть, они не были настолько тревожными, как могло бы, например, быть. Может быть, вы преодолели, да, те проблемы, которые по здоровью были. Но здесь явные знаки на то, что если ты не прекратишь заниматься тем, чем ты занимаешься, вредным, то последствия могут быть очень-очень неприятные. И вот Вселенная посылает вам эти звоночки не просто так. Здесь реально есть какая-то угроза вашему здоровью, вашему состоянию здоровья. Вообще вам как личности угроза есть. Поэтому пока есть время, прислушайтесь к Вселенной, бросайте свои вредные привычки. Конечно, это тяжело, я вас прекрасно понимаю, потому что у меня самой есть вредные привычки. Но надо стараться, тем более вас, видите, уже так конкретненько, прям в корне рисунка предупреждают, что
извините, не примите меры, да, могут быть болезненные ощущения. Если у вас нет вредных привычек, вы прям идеальный человек, я перед вами преклоняюсь, да, потому что это очень сложно, не иметь вредных привычек. Возможно, у кого-то из ваших близких есть вредные привычки. Вот. А человек очень сильно рискует. Здесь даже риск не в здоровье, а как в целом в будущем. Да? Он рискует своим будущим, либо она рискует своим будущим. За этого человека нужно бороться. И может быть, у кого-то из вас прям так и отыграется, что вы должны, ну не то чтобы принудить, не то чтобы заставить, но помогать этому человеку победить его вредные привычки, либо ее вредные привычки. Здесь время, часики тикают. Могут быть очень неприятные последствия. Я, конечно, это предсказание закрою, но раз вы попали на эту цыпку и вам это идет, нужно обратить на это внимание. Не просто обратить внимание, а уже конкретно что-то с этим делать. Тем более в наше время очень много есть возможностей, очень много всяких аппаратов, препаратов, эти гипнологи, всякие там таблетки, прочие инструменты. Все есть, все есть. Было бы желание. Можно выйти из этого состояния, можно отказаться от этой вредной привычки. Если вы этого не делаете, либо ваш близкий человек этого не делает, игнорите все эти знаки, то не надо жаловаться на судьбу. Не надо жаловаться на Вселенную, на то, что она вам не дает чего-то. Вас предупреждают. Продолжаешь — будет плохо, бросаешь — будет хорошо. Все, выбор очевиден. Так что, мои хорошенькие, давайте, работайте над собой, либо помогайте другому человеку избавиться от вредной привычки. Это в ваших силах, это в вашем ресурсе помочь. Дальше идем. Здесь знак того, что вас окружают какие-то очень неблагополучные люди, нечистые, нечестные, завистливые, подлые и способные на всякие гадости. Они вас окружают. Какая-то компания у вас собирается, либо коллектив какой-то, соседи, может быть, такие. Прям очень неприятные личности. С такими людьми нужно быть крайне осторожным. Крайне осторожным. Тут могут и наябедничать, и обокрасть, и оболгать, и что угодно могут сделать, и подставить могут. Дружить, конечно, надо, общаться с людьми надо, но в меру, ребят, и не ценой своего будущего. Поменьше о себе говорите, поменьше, допустим, кого-то посвящайте в свою приватную личную жизнь и старайтесь немножечко так особнячком держаться. Конечно, общайтесь, да, общайтесь, работайте вместе, там, здоровайтесь с соседями, но не более того. Здесь прям не один человек, здесь много людей, и они все почему-то вокруг вас. Такое время непростое. Непростое время, когда вас окружают не совсем хорошие люди. Поэтому будьте бдительны и осторожны. Это важно. Так, еще. Здесь мне показывают образ мужчины, который где-то находится, где-то. А вы с этим мужчиной постоянно ссоритесь. Либо вы поссорились, да, и он где-то находится, либо он где-то, и вы все равно вот как-то ухитряетесь с ним постоянно ругаться. Ссориться, там, телефон, мессенджер, как-то вы вот на ножах с ним, да, на ножах. Девушка, женщина, если дальше так будет продолжаться, большой риск того, что этот мужчина психанет и начнет искать утешение у другой женщины. Может быть, вы и ссоритесь по той причине, что вы его подозреваете, да, что он где-то, скорее всего, с другой женщиной. Сейчас, на сегодняшний день, у него нет ни желания, ни чувств какой-то другой женщины. Он только думает о вас. Но когда вы постоянно ему это предъявляете, либо, может быть, вы ссоритесь на какой-то другой почве, то ему просто захочется, вот чисто физиологически захочется теплоты, нежности и внимания к своей персоне. Прекратите ругаться, пусть приедет, тогда уже его отругаете. А на расстоянии делать ни в коем случае нельзя. Если вы уже поссорились, то здесь рекомендация как-то выйти на контакт с этим человеком. Но вплоть до того, что пусть не извиняться, но предложить поговорить, предложить примириться. То есть чувствуете разницу, да, извиниться либо примириться. Попробуйте, это важно. Здесь уже прям как риск идет того, что ему захочется тепла. Если вы его не даете, то он будет искать других женщин.
Если не хотите его окончательно потерять, миритесь с ним, договаривайтесь, либо прекращайте с ним ругаться. Тем более на дистанции, на расстоянии. Это крайне желательно ругаться. В общем, заканчивайте с этим, помиритесь. Помиритесь, договоритесь, либо прекратите его ругать. Иначе, мои хорошие, говорю как вижу, можете его потерять. Причем окончательно. Так, и еще. К чему-то вы очень сильно стремитесь, чего-то вы очень-очень сильно хотите и очень сильно обижаетесь, потому что получить это не можете. Либо это как-то прям совсем далеко от вас. Желание, мечта, хотелка. Вы прям живете этим, постоянно об этом думаете. И вижу на вас тень обиды за то, что это не происходит. Мои хорошие, первое, у вас это 100% будет, то, чего вы хотите. И второе, всему свое время. Здесь нужно набраться терпения. Терпения, понимаете? Нет благоприятных условий для того, чтобы ваша мечта, либо ваше желание исполнилось здесь и сейчас. Надо немножечко подождать. У кого-то это отыграется пару дней, у кого-то отыграется пару месяцев. Но оно того стоит. Не надо себя так травмировать этими мыслями, этими неудовлетворенными желаниями. Дождитесь, вы все делаете правильно, вы на правильном пути, вы идете к своему исполнению. Но только время, да, оно там считается немножко не так, как здесь. И вот эти обиды, они вас разрушают, когда вы обижаетесь на весь мир, что у вас что-то не получилось. Всему свое время, еще раз говорю, надо чуть-чуть еще подождать. Кому-то пару дней, кому-то пару недель, кому-то пару месяцев. Все, но не годы, не думайте плохое. С правой стороны здесь четко показали. Часики тикают, время идет, и ваше время близко, уже близко. Не обижайтесь, пожалуйста. Почему-то вот эти обиды, они как провокаторы каких-то болячек у вас. Болячки, состояния, даже, знаете, вас может посыпать, да, высыпание на коже, и тоже из-за обиды. Так что прекращайте. Не надо, не губите себя, просто дождитесь. Терпение, кстати, это очень благородное качество, которым нужно обладать, да, для того, чтобы жизнь не была такой поганой. Так, с левой стороны. Кто-то ходит прям по краю ходит. Вы все разные, но здесь кому-то конкретно идет информация, что ходите по краю. Какой-то постоянный риск. Не буду уточнять, с чем он связан. Я думаю, вы сами знаете. Это вообще не стоит афишировать, в принципе, нигде. Тем более уж на Ютубе. Пожалуйста, услышьте меня. Вам на ближайшие несколько месяцев, и я говорю о 3-5 месяцах, лучше так сильно не рисковать. Я не вижу, чтобы вы что-то не так сделали. Я вижу, что кто-то может что-то не так сделать. Либо сказать, либо на вас вот прям пальцем указать. Знаете, этот риск, он неоправданный. Вот правда неоправданный. Если есть возможность прекратить делать то, что вы делаете, прекратите. Пусть не на постоянно, пусть временно, прекратите. Потому что за вами уже кто-то наблюдает, к вам уже кто-то присматривается. А у кого-то отыграется, что вам уже очень сильно завидуют. И человек, руководствуясь такими подлинными качествами, чувствами, может на вас опрокинуть достаточно серьезные неприятности. Поэтому, хоть и говорят, что риск — это дело благородное, в вашем конкретном случае на ближайшие 3-5 месяцев лучше воздержаться. Пройдут эти месяцы, у вас вообще перемена в жизни будет. Вам уже больше не нужно будет этим заниматься, в принципе, никогда. Вот. Но если вы не сдержитесь, если вы продолжите, то могут вас подставить, либо могут на вас навести. Уже давайте буду говорить как есть. Прекратите. Для своей безопасности. Так, еще мне показывают мужчину очень такого вертлявого, что ли, как флюгер. Понимаете, флюгер, куда ветер подул, туда он и повернул. И у него такие повороты, я не знаю, наверное, 100 раз на дню происходят. Мужчина, чем-то он запал в ваше сердце, я не помню, правда, чем,
Но то, что вы к нему испытываете, ну, с натяжкой можно назвать любовью. Хотя больше как наваждение какое-то идет. Наваждение. Девочки, он очень-очень ненадежный персонаж. Как этот Фигаро, да? Фигаро тут, Фигаро там. Вам уже много раз посылали знаки по поводу этого мужчины. У вас очень много подозрений. Вам кто-то о нем что-то говорил, сами что-то про него находили. Его много раз ловили на вранье, да, на откровенной лжи вы ловили этого человека. И вы постоянно даете ему новые шансы. Я уже не знаю, да, сколько, 100 тысяч первый, да, или миллион первый шанс. Девчонки, это ни к чему хорошему не приведет. Он вас воспринимает как легкую добычу, как влюбленную дурочку, которую можно, вот, знаете, за нос водить. Ну, типа, а куда она от меня денется? Она у меня влюбленная, да, никуда не денется. Я могу тут врать, гулять, морально разлагаться и прочее, прочее. Это больно, я понимаю, но я должна вам об этом сказать. Мужчина ненадежный, вообще абсолютно ненадежный. Это не тот человек, который вам нужен. Абсолютно не тот. Ваш, он рядом, он уже рядом. Либо он где-то вот сидит да, напротив вас в офисе и влюбленным взглядом на вас смотрит, либо он уже где-то вот приближается, да, приближается к тому месту, где вы находитесь, и вы можете с ним познакомиться. Но этот мужчина, вам с ним не по пути. Нет, с ним счастья не будет. С ним одни слезы, беспокойство, страхи, ревность, переживания, долги, в конце концов. Он очень ненадежный, очень. А с ним не любовь, а мука. Вот так мне идет. Тем более вы много раз на него прям пальцем показывали. И люди к вам приходили и говорили, что он непутевый. А вы все равно нет, люблю, нет, люблю. А вы разберитесь в своих чувствах. Мне вообще идет, что это наваждение. Так, разбираемся дальше. Человек здесь один вас постоянно критикует. Критикует, может быть, даже ругает вас за что-то. Вот, человека вы этого недолюбливаете, ну это я так мягко сказала. Но вы не понимаете, что этот человек вам лучшего желает. Знаете, какая мне информация идет? Что этот человек вас видит, ну просто насквозь. Человек понимает, что вы очень толковый, талантливый, способный человек. Как будто бы вы сами себе цену не можете назначить. Да? Вы не понимаете, какая вы ценная женщина, либо ценный мужчина. И этот человек своей этой критикой, колкостями, давлением пытается вас немножечко привести в чувство, да? Чтобы вы, например, научились давать отпор, чтобы вы наконец-таки поняли, кто вы есть, раскрыли свои способности, раскрыли свои таланты, либо не боялись делать что-то. Вот. Ну, такой подход у человека через критику, да? Такое жесткое воспитание назовем. Знаете, придет тот день, когда вы этому человеку будете очень благодарны за то, что он так себя вел. Потому что именно благодаря этому человеку и этому такому жесткому поведению вы истинно раскроетесь. И то, что вы в себе раскроете, поверьте, ой, как пригодится, ой, как вам это поможет. Ну а кто-то этим и денег очень много заработает. То есть мне идет как наука через критику, через жесткость. Но это очень полезная, ценная для вас наука. Не обижайтесь на тех, кто вас критикует. Лучше будьте настороже с теми, кто вам комплименты льет, да, кто подхалимничает. Вот там нужно быть настороже. Ну, а критика, она всегда, понимаете, даже если она и не конструктивная, все равно это какие-то сигнальчики, звоночки, да, к чему присмотреться, на что обратить внимание. Так, еще по поводу работы хочу сказать. Работу. Где-то вы ищете работу, либо, может быть, кто-то в вашей семье ищет работу. И как будто бы все рабочие места переполнены, заполнены, вакансии закрыты. Не нужны ни работники, ни сотрудники на любую должность. Да, никуда не берут. Просто не берут. Вот как будто бы человека не существует. Почему так происходит? Знаете, здесь Вселенная как будто бы подталкивает вас в какую-то другую сферу деятельности, а кого-то отыграется к собственному бизнесу, да, к собственной какой-то работе. А вы упорно сопротивляетесь. Вот вы себе выбрали направление, да, буду работать там. А вы все время туда идете, вы все время ищете там. Вселенная говорит, нет, это тебе не подходит, это не твое.
там ничего хорошего тебе не ждет. Посмотри, сколько много других сфер деятельности. Опять же, собственное дело можно открыть. А вы такая, нет, я хочу именно туда. Да, я буду упорно туда ходить. Ребят, зачем? Скажите, зачем это противостояние? Попробуйте прислушаться к Вселенной, поищите в других направлениях. Смотрите, я вижу, что очень быстро вы себя найдете в другом направлении, либо в собственном деле. Прям полюбите вы это другое направление, либо собственное дело полюбите. Здесь прекрасная у меня идет карьера, и человек на новой работе растет, ну просто не по дням, а по часам. Как-то прям раскройтесь со всех сторон. Чем-то прям своим по душе будете заниматься. Да, может быть, вы с этим не знакомы в сегодняшнем дне, может быть, предстоит там немножко подучиться, но тем не менее вас ждут очень крутые перспективы. Хватит упорствовать, хватит. Вот вы уперлись в одну точку, вот хочу именно там, либо хочу именно в этой сфере. И все, вас нельзя ни сдвинуть, ни подвинуть, ни отговорить. Мир, он огромный, он разнообразный, есть много других видов деятельности. Поверьте, вы себя обязательно найдете. Поищите, поменяйте свое резюме. Либо, в принципе, посканируйте, да, сайты там, с предложениями по работе или по газете, не знаю, где вы там ищете. Поищите, вас удивит разнообразие должностей, либо сфер, куда вы подходите. Вас там с руками оторвут. Просто надо искать. И не надо зацикливаться на чем-то одном. Здесь прекрасные перспективы мне идут. Вселенная очень хорошие перспективы для вас рисует. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.